Доброе красноярское утро. Мы встали, смотрите. А из Красноярска вот такая пробка в сторону Кемерово. Ух! А мы пошли завтракать. В общем, мы пришли на завтрак в кафешку. Завтрак тут такой: яичница, там сосисница, блинчики. Но мы шли конкретно съесть по кусочку тортика. Ну ладно, уже отпуск же, можно. Я опять взяла птичье молоко, а Антон взял Прагу. Ну, давай, Антон, пробуй. Я уже попробовал. Расскажите свои впечатления. Что самые сосочки лопаются. Взрываются они. Ну ладно, еще будем худеть, что теперь сделаешь. Приятного аппетита нам. Какая пробка тянется из Красноярска в сторону Кемерово. Если кто-то собирается ехать в сторону Кемерово, планируйте свой выезд из Красноярска обязательно на раннее утро, пока еще нет машин. Там везде идут, на многих участках идет ремонт дороги. И вот, по-моему, последний как раз ремонт дороги был, да, вот этот участок, где они тянутся. Движение, да, маленький. Посмотрите, какая пробка. Мы вчера в такой пробке простояли почти час, когда ехали сюда. А сейчас посмотрите на выезде из города, что творится. 8 километров была пробка. Но она была не там, где реверс, а там, где мост. На реверсе мы простояли чуть меньше, минут 15, наверное. Вот такой вот ужас. Поэтому, если вы хотите доехать немного побыстрее, вам нужно встать немного пораньше. А мы сейчас едем в Красноярск по делам. Смотри, она не кончается. И сегодня мы выдвигаемся в Иркутск. Видимо, будем ехать тоже по загруженной трассе, потому что стали поздно. Нам нужно в Красноярске быть в 9 часов утра, не раньше. Люди вообще вышли покурить, потому что смысл какой сидеть в машине. Ну, вот от берлоги 3 километра. 3 километра от берлоги, а еще до берлоги 3 километра было до этого реверса. То есть вот в общей сложности где-то 6 километров эта пробка. Ну а нам счастливого пути. Здравствуй, Красноярск. Здорово. Ой, там самолетик взлетает. Видно его, не видно? Видно. Сейчас над нами пролетит. А там паровозик катит. Поснимаем немного Красноярска. Ну, конечно, тебе надо было сюда перед нами встать, весь вид испортить. В Красноярске дождик прошел. Мокренько. Экран тебе почищу. Экран почистишь.
Красноярске 8:50. Понедельник, 8 июля. На улице душно, влажно. Ну, кстати, в Красноярске летом мы не были. Мы были зимой, были весной. А летом мы первый раз. Нет, в детстве я когда-то была. Совсем малышкой. Мне нравится Красноярск. Нравится? Мне тоже нравится. Уютненький такой город. Ну, это мы только на въезде, скорее всего. Ну что мы тогда и ходили по нему, сколько гуляли, тоже же все понравилось. Даже то же самое, что ты помнишь, говорил про культуру вождения на дороге. Только включил поворотку, тебя уже все готовы пропустить, блин. А у нас, блин, включил поворотку, значит, надо тебя зажать, чтобы ты никуда не залез вперед меня. Я же вперед должен приехать на 5 секунд. Едем. Контроль светофора. Это не попало, не попало. А у них тоже много тут Ки. Одни Ки. Машины? В Алтае тоже, да. Ну, сейчас самая ходовая Hyundai Kia. Корея же с нами дружит, мы можем возить машины. Такие дома симпатичные. Все в одном стиле. О, нам показывает стрелка Канск прямо. Указатель был. Значит, мы где-то через Красноярск можем выйти на Канск, Да, да? я же тебе говорил, что мы через Красноярск выходить будем. Как раз объедем вот эти вот все ремонтные дороги. А, да? Просто через город. Я прослушала, значит. Но вчера я же тебе говорил. Авиатор. Что это за авиатор? Центр кафедра. Сантехника. Ну, там, видимо, торговый центр какой-то. Ты если что не знаешь, у меня спрашивают. всё. Хорошо. Ты там в навигаторе подглядываешь? Нет, я читаю быстро. Да. Улица Октябрьская, 16. Июнь. Торговый центр, видимо. Ух ты, мы на другую сторону Енисея поедем? Угу. Я же тебе вчера говорил, через мост Не поедем. болтай. Да, Свет, ты чё, блин? Я смотрел же карту, я говорю, нам еще через мост на другую сторону Енисея надо ехать. Сейчас мы едем по мосту через Енисей. Но его не видно далеко. Вот это не Енисей. Это не Енисей. Это какая-то... Ты меня обманул. Ты меня вчера обманул и сегодня обманул. Енисей будет там дальше. Это, наверное, какая-нибудь протока. Может, вот это Енисей? Да, вот там грузовой порт, по всей видимости. Не видно, конечно, отсюда ничего. Через 600 метров съезд после моста. Поверните направо.
здесь несколько раз. Нет, точно не здесь. Такие домики веселенькие. Красиво. Пятый 54-95. Тут вообще 57. Через 600 метров на светофоре поверните направо, а затем поверните Проспект направо. Красноярский рабочий. Это газета такая. Смотрите, тут старые дома есть. Тут и старинные дома есть, очень красивые такие. Поверните направо, а затем через 200 метров поверните направо. Кировский район. Поверните направо, во двор, а затем поверните направо. Сижу такая в машине, жду Антона. Поворачиваю голову, а там такая баба-яга в окне сидит. Вот такие улочки тоже есть в Красноярске. Все с задних сидений сумки попадали. Я сейчас останавливаться буду, все равно переобуваться. А, ты по телефону разговариваешь? Ты с телефоном разговариваешь? Ты с Я с подписчиками? телефоном разговариваю. Улица Шелковая. Через 200 метров. Я правильно поверните прочитала? Улица Вавилова, Шелковая. Шелковая, да. Так, налево. Ого. А это улица Вавилова. Ну, после дождика, конечно, все так мрачненько. Да и дорожки так себе, так сказать. Через 300 метров. Ну да. Круговое движение. Первый съезд. Это вам, конечно, не центр города. В центре-то, наверное, посимпатичнее. Но все равно Красноярск красивый город. Круговое движение. Первый съезд. В прошлом году мы здесь здорово погуляли, походили. Нам понравилось. Такой молодежный город. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Очень много молодежи, очень много учебных заведений. Все гуляют. Красотища. А тут вот вам что. Море. Это какая улица-то, я не вижу. Семафорная. 439D, корпус 1.
Сейчас мы двигаемся по направлению к Канску. Следующая остановка на ночь у нас будет Иркутск. Точнее, на 2 ночи. Ну вот, Красноярск вам показали не только в красивом виде. Дорогу ремонтируют. Железная дорога рядом идет. Вот там впереди море-то на дороге. Машины поливают друг друга. Как на корабле едем. Обалдеть. Вот, ребята, здесь такие дороги на выезде из Красноярска. Это вам не шутка. Моря и океаны. Дождик, видимо, хороший такой прошел. Мы его не застали. Пожалуйста, заправка. Подсолнух. Туалет не работает. Это о чем я? О том, что опять сейчас все кусты по пути загаженные. Видите? Везде туалеты не работают. Заправили 54 литра, одометр на 0. Выезжаем из Красноярска. Сказали сказать громко. Мы 20 литров заправили. Точно. Дубль 2. Заправили 20 литров. Ну, блин, нормально говори. Заправили 20 литров. Громче. Заправили 20 Да литров. не так, нормально. Заправили 20 литров. По 54,10. На Роснефти. Одометр на 0, выезжаем из Красноярска. Едем на Иркутск. Височки попить. Кисочки, когда ты их пить-то будешь? Если мы ночью приедем. С утра до обеда. К нотариусу схожу и... И можно, да? Вот так нас Красноярский край провожает. Дождик идет. Лучше было бы просто пасмурно. И было бы хорошо. Но в дождик не очень приятно ехать. Тут тоже ремонт дороги идет везде. В общем, пока мы тут медленно едем, решили перекусить. Купили вот такие опять, как в прошлом году, гуски. Это я для себя. Жопки куриные. Антон любит шейки. Варено-копченые. Это... Господи, как этот город-то опять называется? Кемерово, да, Кемерово выпускает. Шейки цыплят бройлера копчено-вареные и гуски цыпленка бройлера
там много чего было, конечно. Там и печенки, и сердечки, и желудочки, и крылышки, и лапки. Чего только не было. Но мы вот взяли себе кто что любит. Машинка на белорусских номерах даже едет тут. Да он в гости приехал или живет здесь, интересно? Тут не видно ничего. Как в тумане все. Когда дождик закончился, тогда и ехать поприятнее. Все видно. Дождь-то идет. Ну, не такой прямо уж ливень, как шел. Река рыбная. Стопудово в ней рыбы нет. Так, тут ДТП какое-то. Как у них там, что произошло? Ну так, не сильно, слава богу. Надеюсь, никто не пострадал. Просто тиранулись, видать, об бордюр. Вот мы и подъехали к Канску. Здесь пасмурно, дождика вроде бы нет. Время 12:54. Сейчас начнутся наши любимые канские ямы до канавы. Самые такие два города — Ачинск и Канск в Красноярском крае, с плохими дорогами. Канску привет. Тут за городом стоят такие совсем старенькие домишки, растресканные, облезлые. Поверните направо. Белорусы с нами едут. Здесь прям такое плотное движение, рабочий день, понедельник. Канский фестиваль. Круговое движение. Второй съезд. Канская ветвь, или как я там говорю. Ага. Одни аптеки и пивнушки. Бристоль. Значит, люди пьют и лечатся. У нас, по-моему, везде, в какой город не приедь, аптеки и алкогольные магазины, пивнушки. В квартире пожар был, видимо, моют, там отмывают, стены все закопченные. Железная дорога под нами. Через 600 метров поверните налево. Тут, по всей видимости, тоже хороший дождик такой прошел. Лужи большие. И вот они. Канские дороги. Поверните налево.
Кстати, туда мы ехали, тоже тут пуха много было тополиного. Сейчас его прибило весь дождем. Смешался. 300 метров поверните направо, а затем поверните налево. Улица Краснопартизанская. Поверните налево. Через 200 метров на светофоре поверните направо. Тоже интересно, стоят такие деревья старые, спиленные. Спилили бы их под корень. В Красноярске тоже столько много таких же видела. Бревна просто торчат из земли, из асфальта. Поверните направо. Полиция, 38-й регион, Иркутская область. Домой еду. В командировку ездили. Тут у них ёби да ёби. Здесь идет обновление теплосети, написано. Ремонтируют теплосети. Мост разбитый весь. Тоже тут круглый год такая проходимость. Фуры ведь все равно ездят. Фуры здесь не ездят. Ну, сейчас не ездят, а до этого-то ездили, вот разбили, может, поэтому и запретили им. Нет, в центре города в грузовых нельзя. Ну, сколько мы с тобой ездили, всегда они нам здесь попадались. Нельзя, вон они едут там впереди. Пилевать они хотели. Свадьба в понедельник. Вот они, ваши фуры. Все здесь ездят. Какая улица, ни одного указателя нет. На доме ни на одном доме нет таблички. Вот выехали из Канска. Здесь пока что хорошая дорога. Может быть, и в Канске когда-нибудь сделают дороги. Подъехали к железнодорожному переезду. Поезд стоит, никуда не едет. И за него мы все стоим. Там люди вон вообще погулять пошли. А, это полицейские эти. Вон сколько ссыкунов повыходило. Все очень сильно писать захотели. Хоть бы в кусты зашли. Главное. Они голову отвернули, как страусы. Я ничего не вижу. Значит, меня не видно. Слушай, сколько их много, надо же. Тронулся поезд. Чай. Пар видно? Видно. Парится. Больше суток с нами едет. И он еще довольно-таки горяченький. Я не перестаю хвалить свой термос. Еще где-то один поезд идет. Трубит, трубит вовсю. Птицы какие-то верещат. Такое ощущение, что они прям под машиной. Ну и где ваш поезд? Тут, кстати, часто стоят на этом переезде машины подолгу.
Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всего 11 вагончиков. Обычно по 70 с лишним, по 70. Какой бабай едет с углем. Да. Вот здесь я показывала, у всех такие красивые дворики ухоженные. Когда мы туда ехали, я сначала зевала по сторонам, смотрела, не снимала. В конце уже сняла. Сейчас вот вам хочу показать всю эту красоту, как люди ухаживают за своими домами, дворами. А мы едем, и нам приятно. Всех горшочки, цветочки. Вот вроде бы такой деревенька какая-то или село, что это поселок. Стоит прямо на дороге. Или дорога прямо через него. Всех чистенько, аккуратненько. Может, их заставляют? Может, их штрафуют за бардак? Верхняя Янгаш это была деревня. А тут вот опять рапс везде растет. Неужели столько рапсового масла делают? Дядька, у которого мы мед покупали, он говорит, что рапсовый мед невкусный. Рапсовое масло, насколько я помню, всегда говорят, что можно всегда говорят, что рапсовое масло вредное. А зачем тогда столько рапса выращивают? По-моему, еще один переезд будет, да? Так, сейчас посмотрим. До Иркутска 781 километр. Время только 2 часа дня. Думаю, слабенько, 250 километров всего проехал. Потому что дождь был. Это раз. Во-вторых, мы выехали поздно. Дорога забитая. И габаритов много. А вот тут уже так себе. Бардак. Нижний Янгаш. Непорядок. Или верхний наоборот. А? Непорядок. Непорядок. У тех и дровишки красиво сложены, а у этих кучами навалены. Тут как это называется? Староста деревни. Другой. Хотя бы дождя нет, и солнышко светит. Хоть немножко. Радует. И дороги уже сухие, да? Я здесь смотрю, не сильно вроде как. Да нет, лужи-то вон есть. Ну тут в конце деревня уже такая более оживленная. По-моему, это
какая уже здоровая. Село, наверное, какое-нибудь. Администрация, там Ленин, видишь? Администрация. Вон вышка телевизионная. Маленькая. Думаешь, телевизионная? Ну, у нас такая телевизионная. Пятерочка, Разгуляйка, Ермолина, Моя цена. Прям, ага, магазинов столько много. Видимо, какой-то областной центр. Торговый центр Европа, Бристоль. Так, прямо шумно тут. Велосипеды продают. Этим крупные дрова привезли. Купи мне лесопед. Лесопед. Куда ты его? В багажник? Я на нем поеду. Меня бросишь одну? Я тебя на веревочке потащу. Меня, да? Храм тут стоит маленький. Часовенка, наверное. Правильно сказать. Нижнеингашинск. В общем, это Нижний Ингаш. Не знаю, что это за населенный пункт. Село, поселок. В общем, Нижний Ингаш. Погуглила. Это поселок городского типа. Административный центр Нижнеингашинского района. Находится между Красноярском и Иркутском. И численность населения составляет... Там на какой-то год смотрела. Примерно, наверное, 7,5 тысяч сейчас. Опять мы на переезде встали. Петухи кричат. Вот 20 минут еще на одном переезде простояли. Двинулись. Очень долго мы сегодня едем. То погода, то переезды всякие. До Иркутска нам еще целых 774 километра. Ночью приедем. Сегодня утром бронировала гостиницу в Иркутске. Так интересно. Посмотрела гостиницу на сайте. На 2 суток показывает, стоит 11 600. То есть что это 5 800 в сутки, да? Ага. Ну там, чтобы ее забронировать, нужно было авторизироваться, там зарегистрироваться. Анализы приложить. Анализы приложить. В общем, я не стала заморачиваться. Думаю, позвоню в гостиницу и забронирую так по телефону. Звоню. Здравствуйте, мне вот такой-то номер нужен. Могу его по телефону забронировать? Да, конечно. Номер стоит 6 800. Я так притормозила. Я говорю, извините, а вот на сайте у вас написано, что 5 800 он стоит. Девушка так без проблем говорит: а, да? Ну давайте тогда по этой цене забронируем. 5 800, хорошо. В смысле, это как вообще? Так можно было? В общем, забронировали гостиницу на 2 суток. Но приедем мы, скорее всего, совсем поздно ночью. Да, сегодня поздненько мы выехали. Я уже, по-моему, утром говорила, что нужно
въехали в Иркутскую область. Тут-то часы переведутся или нет? Вот такая красота открывается. Вот, до Иркутска 689, до Красноярска 366. Заехали в кафе «Хуторок». Тут еще гостиница есть «Хуторок». Сейчас покажу. АЗС-ка вот такая. Тоже «Хуторок» написано. Прям бомбически все вкусно. Единственное, что некоторых блюд нет в наличии. Но ничего страшного. Все было очень-очень вкусно. Почему это я рекомендую? Борщ из банки. Ну, это у тебя борщ из банки. Плова порция маленькая. Да? Да. Не знаю, мне было все вкусно, я наелась. И мишки стоят. Косолапая. Косолапые. По лесу идет. Шишки То есть, собирает. если вы едете из Красноярска в Иркутск, по левой стороне, да? Ну, если из Красноярска в Иркутск, да. Если с Иркутска в Красноярск, то по правой. Ну, как по логике-то. Короче. Сейчас опять мы все. Короче, ехали по левой Давай, стороне. по-твоему, поедем. Прямо 181 километр. Сейчас бы еще поспать. Поспеткинс. А ты как без меня будешь? Я с телевизором. С телевизором? Сейчас тебе твои подписчики скажут, что за рулем телевизор вредно А смотреть. я его не смотрю, я его слушаю. За рулем вообще все вредно. Курить и есть. По телефону разговаривать. Да посмотри. Блин. Вроде бы вот хорошая дорога все, но, блин, нет, до дырки эти прямо Нет, да. попадаются. Да-да-да. Вот что за наказание? Мы здесь когда ехали в ту сторону, я не сняла, елочки стоят, как на картинке. Не елочки, а сосны. А может, это не сосны вообще? Там как будто их посадили друг за дружкой, рядочком. Капец. Народ отдыхает. Да, блин, заколебал тут балабол нафиг. Народ отдыхает везде, купаются с палатками, рыбачат, видимо. Баня там даже стоит. Так что, в общем, если вы из Иркутска едете, проезжаете мост через реку Бирюса, и по правой стороне у вас будет кафешка, это «Хуторок». Можете там покушать. Рекомендую. Я нет. Антон не рекомендует. Не понравился ему борщ. Ты же сказал, мяса там много Ну, было. мяса много было, но борщ вот из банки, который я вот не знаю, на берегу бы я его кушал. Ага. А вот так вот в кафешке можно было в таких условиях сварить нормальный борщ, нормально. Они высыпят туда 2 банки, блин, кислятины. И в салат нафига столько вареной морковки с одним кусочком. Они знают, что ты любишь морковку. Я люблю ее тушеную, а не вареную, и не в салате. Я вот сейчас вспомнил жаровню в этом, в Бурятии-то, где мы ели. Вот там я морковочку всю съем. Понятно. Ну, я не знаю, мне вообще этот салат, внешний вид его сразу не понравился. Не знаю, как ты его умудрился заказать. С курицей еще. Дурак? О, братишки едут. Да, китайцев дофига. Донфэн, Фаф, Ситрак. Вот. А я съела гороховый суп. Ну, он был не такой горячий.
я в опасности. Не все же любят кипяток. Поэтому нормальный, вкусный был супчик. На второе я съела пюрешечку с печенью. Печень поджарили свеженькую. Нарезочку мы взяли, наконец-то, из слабосоленой рыбки. Это была не семга, а форельная. Вкусненькая, прям слабосоленая. Она у них замороженная была. Прям вот я так давно хотела такой холодненькой рыбки. Наконец-то я ее А вот у меня поела. сейчас вопрос родился. Мы взяли ее двойную. Да. И лежало 3 больших куска. Почему не 4? 3 больших лежало и маленькое брюшко порезали. 2 порции. Короче, не знаю, мне было вкусно. Кстати, может кому-то сейчас покажется, что я идиотка. Вот, на предыдущем кадре было видно, как грузовик перед нами поморгал правой повороткой. Это он нам показал, что его можно обгонять. Оказывается, очень многие, даже мужчины, не знают этого. Ладно, женщинам простительно, они не ездят там по трассам. Оказывается, многие мужчины даже этого не знают и удивляются. Да? Что это? Знак? Что можно обгонять? Да, если перед вами едет машина и моргает вам правой повороткой, значит можно обгонять. Но все равно нужно убедиться. Потому что он видит так, а вы выйдете на обгон. И окажется там совершенно другая ситуация. А бывает, когда начинаешь обгонять, они моргают левой повороткой. Это значит, нельзя обгонять. Значит, идет встречка. Или, может быть, знак там стоит, он увидел вперед вас. Помедленнее я записываю. Ладно, не издевайся, но серьезно, просто я слышала, сколько раз люди разговаривают. Ну, это, знаешь, то же самое, как ты с кнопкой унитаза, блин. Я с ней подружился, нормально. Столько лет, блин, прожила, только в этом году узнала, что, оказывается, на унитазе двойная кнопка маленькая для того, чтобы когда пописал смывать, а большая для того, чтобы когда другое что-то смывать. У меня никогда не было таких плотных унитазов. У меня вообще в детстве веревка была. Так вот, если бы друзья к нам в гости не пришли, ты бы и не знал, зачем 2 кнопки, блин, да? А я не сказала. Я говорю, у меня в детстве была веревка. Веревка в детстве. С пластиковым. У меня в детстве, блин, и веревки не было. Ладно, это шутка. Не, про кнопку правильно. Отмазать меня хотела. Кстати, пока мы кушали, время перевелось на час вперед с 16:00 на 17:00. Пока мы про кнопку унитаза разговаривали, она перевелась. Нет, ты до этого сказал, что в Иркутск мы приедем в 4 часа. Да, мы вроде в 3 планировали приехать. И я подумала, о, смотрите, иван-чай цветет. А, ну да, июль месяц, пора иван-чая. В Якутске тоже цветет, наверное, уже. В прошлом году мы ехали в мае. Везде моральник, ой, не моральник, а как его, багульник цвел. Сейчас иван-чай. Все примерно в таком же цвете. В Удинск подъехали. Надо же, такой дом стоит. 1, 2, 5 этажей. Разрушенный. Солнышко. Погода хорошая. Через 1 километр 500 метров поверните направо, а затем поверните налево. Река Застрянка. Я почему-то думала, река Уда какая-нибудь будет.
какая-то она застрянка. А ну да, в ней все застревает, по всей видимости. Видимо, старенький совсем городок. Старые здания. А, вот она, река Уда. Ой, там мост какой-то был. Или будет. Через Купаться 500 запрещено, метров поверните написано. направо, а затем поверните налево. Гастроном. Школа. Такая немаленькая школа. Товары. Ну, мы, как всегда, едем по окраине. Не центр. Поэтому такие виды. Гостиница Магистраль. Время 19:45. Уже начинает темнеть. Вот такая красота. Паровозик едет с нами. Нифига, он на красный проехал, смотри, у него уже на семафоре красный горит. Ай-яй-яй. Нарушитель. Прям самое такое красивое время суток. Это когда солнце садится и когда солнце встает. Сегодня солнца-то не было, ни разу очки не одевался. Ну да. Большую часть времени мы ехали по дождю. И кажется, опять мы едем в какую-то темноту. Не хочу в темноту. Не люблю по темноту ездить. А нам еще 400 с лишним километров пилить. Поля все розовые. Красотень. Там желтые поля были, здесь розовые. Ну, не розовые какие-то. Фуксиевые. Опять же это слово. Я всю радугу искала. Почему-то думала, что радуга должна быть. Но радуги нет. Хотя, по идее, здесь должно быть солнце. В Иркутске же жара, сказали сегодня. Пекло. Ладно, сейчас уже стемнеет, наверное, и нечего будет снимать-то. Тут вот в Тулунском районе тоже такие поля какие-то, цветочки белые. Что это, интересно, выращивают? Сразу навеяло наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны. Едем по мосту через реку Ия. Солнышко опять вышло. Это мы в Тулуне еще едем. Остановились за Тулуном стеклышко протереть. А тут малина растет. Вот она. Ягодки только-только завязались. Так вдоль дороги. Красивое такое место.
Сосны великаны. Опять нас навигатор куда-то не туда повел, поэтому решили развернуться. Все. Вот она радуга, не зря я ее искала. Я в упор не вижу. На Алтае в это время в 9 часов уже темно. Ну вот мы опять в пробку приехали. На 4 километра на 1 час. На 1 час. На 1 час. Да мы целый час потеряем. Ужас какой. Можно как-нибудь прокатиться на разведку? А так, блядь, ужас. Мы стоим в пробке. Только сейчас увидели, что впереди нас земляк стоит. Кто? Привет, якутянин. Установленное лицо. Дальнобойщиков весело, они в города играют, пока в пробке стоят. Блин, камеру включила, они замолчали. Там на букву С. Нету, что ли? Тюрих, блядь. Юлианск. Каранга шикарно. Не умер от онкологии, только умер от цирроза печени. Ну это, мужики, чего вы сразу так близко к сердцу принимаете все разговоры? Пока болтаете, пока дискуссируете, спорите или доказываете, время идет гораздо быстрее. Проверено, блядь, временем и пробками. Вот из-за этих паровозиков мы стоим уже почти час. Вообще дальнобойщики говорят, на днях, по-моему, да? На днях, по-моему, молния, говорит, ударила там куда-то. А вчера это было? Ударила куда-то в эти ихние сети, по которым они ездят. Все паровозы встали, и все машины встали из-за этого. 4 часа стояли. Один за одним. Там, кто впереди стоит, говорят, шлагбаум открывается, закрывается, открывается, закрывается, а мы стоим. Один едем. Привет, грузовая. Там еще стоять и стоять. Следующий, кричит заведующий. Сам думаю, сейчас на стоянку приеду, картошки пожарю с сосисками, блядь. Сосиски в сухомятку сожрал и все, уже наелся, блядь, водой запил, нахуй. Приеду сейчас, блядь, чай запивший, все. Брат, они уже курицу поели, они уже попили, они уже ебутся там, блядь. Ужас. Еще один. Хочется верить, что мы уже скоро переедем этот переезд. 1,5 часа. Как с куста. Мы успели. Спасибо тебе, семафорик. Он оттуда справа едет. Поезд. 5 стволов, да? Да. Вон что творится. Да сейчас пристегнусь, не верещи ты, господи. Пробище тоже стоит. 1,5 часа ровно мы простояли. Уже стемнело за это время. Что в одну сторону, что в другую. 100 километров могли пройти.
мы так поняли, что поезда тут по вечерам только ходят в основном. Поэтому вечером, ну его нафиг ехать через этот Тулун. Получается, возле Красноярска, на переездах, возле Канска, но возле Канска там недолго. И вот Тулун. Жесть, конечно. Понаслушались всяких интересных историй про энергетики, про бобровые хвосты. Города поиграли. Города поиграли. Один там мужик рассказывал, что ну, заговорили за скорые, то, что вот останавливаются фуры, говорит, оставляйте между собой промежуток, чтобы если поедет скорая, могла втиснуться куда-то, если встречка пойдет. А другие говорят, ну и что, говорит, мы оставили промежуток, а эти, говорит, на мелких машинах взяли и втиснулись в эти окна. И вот парень один начал рассказывать, что переработался очень сильно, без выходных, что он там сказал, 38 дней работал без выходных, пахал, не досыпал, энергетики попивал, и в одно прекрасное утро не проснулся. Хорошо жена заметила, что он не дышит, вызвала скорую, скорая быстро приехала, его откачали. Ну, типа, потом обследовали, ничего не обнаружили, все нормально. Что еще интересного было? А, хвосты бобровые. Они там заговорили, что вот, сейчас бы поел. Я, говорит, уже думал, дядька там какой-то, говорит, я уже думал, сейчас доеду. На стоянку сосисок пожарю с картошкой. Да. Сосиски срубал, говорит, сухомятку воды попил, говорит, и все, с этой пробкой. А кто-то ему говорит, отвечает, а у меня, говорит, хвосты бобровые, говорит, есть жареные. Ну и началось тут, а что их можно есть? Да, говорит. А потом кто-то за нутрий заговорил, кто-то нутрий специально выращивает на мясо. Короче, столько интересного узнаешь в этих пробках на переездах. Весело. А что, они посидели, пообщались, вот тебе и время скоротали. Тут что-то дорога сломалась. Единственное, что плохо, что сейчас по темноте ехать. Не люблю я по темноте ехать. Но куда деваться? Нам до Иркутска еще 300 с лишним километров. Чуть ли не 400. Поэтому летом ехать классно. Но трафик бешеный. Трафик бешеный. Причем дороги что убитые. В ту сторону, что в другую. Дороги еще везде ремонтируют. Из-за этого тоже пробки. Надо ехать вне сезон. Ездили всегда в апреле, в мае, в марте. Но не всегда. Один раз. Почему? Да и до этого тоже, Ну, конечно. зимой мы весной, там, в марте, в феврале ездили, да. Ну, это совсем печалька, когда везде Зато снег. дорога в снегу, зимний асфальт. Ни кочек, ничего. И что там делать? Летишь всегда, летишь, едешь, да едешь. А что сейчас ты делаешь? Едешь, так же едешь. Да, то, что посмотреть, пейзажи, да, красиво. Короче, надо, да, конец мая, начало июня. Так что едем дальше. Мы тоже перекусили своими куриными шеями копчеными, Ты жопами? остатками. Я шубками. У нас еще остались яблоки, конфеты и хлеб. А, и 2 огурца. И 10 банок тушенки. А, точно, у нас же тушенка
приехали, у нас окна открыты были, и в меня камень прилетел. А Антон говорит, хорошо, что окно открыто было. А то бы разбилось. В стекло бы попало, скол бы был какой-нибудь. А так, видишь, тебе... Спасибо. Мне не больно было. Камень-то не камень прямо, а камешек. Где-то он здесь в машине, он отлетел. Где-то лежит. Спасибо, что не в лицо, не в глаз. Ты же в линзах. Ну и что? Лучше бы уж в очках была. Почему? Обгонять пойду сейчас. Пожалуйста, обгоняй. Вот так вот в камеру ночью все хорошо видно. Здесь темно, в камере светло, в мониторе. Как в телевизоре. Вот от встречных машин видно, как фары засвечивают монитор. А так все четко, ясно. Вот встречка идет. Издалека уже видно. Реально такой звук, как будто сейчас взлетать будем. Тут такой кусок дороги перед Иркутском есть, светлый. Он вообще как взлетная полоса выглядит днем. В черном небе молнии сверкают. О, классно. Там в Иркутске поливай. Куда ты, блин? Да, друзья говорят уже. То со скольки? В 11 начали разговаривать. Может, часа полтора там льет. Отправили видео, там все машины сигналки сработали. Орут бедненькие, перепуганные. За облаками. Ух, красота. Время 12:30 ночи, подъехали на заправку Роснефть. 95 и 56 рублей. На заправке стали. Смотрите, что творится. Сверкает прямо. Ого-го. Блин, почему меня так отсвечивает? Обалдеть. Так вот. Друзья сказали, что в Иркутске там вообще трындец, что творится. Льет, поливает. Поэтому пусть не ждут нас к ужину. Они нас уже не ждут к ужину. Они к завтраку ждут. Они к завтраку ждут теперь. Теперь прямо стало видно, как небо разрезает этими молниями. Не знаю, сейчас будет, еще нет. Потому что всегда так, только камеру включишь. У меня фобия. Я боюсь грозы. Ну давайте, где ваши молнии? Там я не вижу. Сама сидит, ее вызывает и сама Я боится. не вызываю, она все равно же сверкает. Пускай покажет мне на камеру, как она там режет, и все, и успокоится. А на улице духота вообще неимоверная, просто. Время, блин, 1:00 ночи почти. Духотища, влажность. А, тут из-за деревьев, наверное, не видно. Обалдеть. Сама, говорит, сидит и вызывает. О! Мамочки. В панамочке.
полил, так полил. Так, что тут заправка? Охренеть. Сразу моря и океаны на дороге. Гремит аж в машине слышно. Пойдем на стояночку. Ну его нафиг. В такой ливень ехать. Дискотека продолжается. Хотелось бы, нет времени ждать Володю, совсем нет. Дождь Вы хотите сказать, что закончился. проверка этой Володи готовки не ходит. Первый замминистра Иван Накачев. Пойми, Володя, если вы сейчас это выпьете, это лучше. Прошли Усолье Сибирское. Время 2:47 ночи. И подъезжаем, да, проезжаем Тельму. И наше любимое место. Прошу прощения за совсем грязные окна. Это храм иконы Божией Матери. Храм Казанской иконы Божией Матери. Тельма, привет. Тельма спит. Время почти 3 часа ночи. А мы педалим. А мы педалим. Уже среда. Итак, друзья, время 3:45. Мы приехали в Иркутск. Едем до гостиницы. Устали немножко. Тяжелая была дорога с этими всеми стоянками. Когда рассчитываешь на одно время, мы должны были по всем подсчетам где-то в час ночи приехать. А время, считаю, уже 4. Тяжеловато. Там подождал, тут подождал. Дождь этот с утра лил. Вечером. Но вечером быстро мы как-то. Он ушел в другую сторону вместе с грозой. Гроза, правда, долго нас, эти молнии, сопровождали. Больше 2 часов. Освещали нам дорогу. Поэтому... Светает уже. Да, светает. А, кстати, в Якутске уже солнышко вовсю светит. Посмотрели в камеры на свой двор, а там прям солнце солнечное. Поэтому сейчас мы до гостиницы ложимся спать, отдыхать. Гостиницу, если нам понравится, покажу. Там вон какие-то дома наверху стоят, на каких-то горках. Мы где-то по низу едем. Дороги так себе. Река Ангара. В темноте ничего не понятно, но только что по мосту, я так думаю, что мы ее переезжали. Цветобаза 38. Цветы продают. 38 это регион. Иркутская область. А, город Иркутск, да? 38-й. Через 600 метров поверните направо на мост. Мы только что с одного моста приехали, сейчас на другой мост. Сейчас повернем на мост.
Домишки старенькие стоят, деревяшечки. Поверните направо. Контроль пешеходного перехода. Улица Ленина. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Все как у нас. Также люки торчат из асфальта. Прокатили вас по ночному Иркутску. Гостевой дом Хеевица. Что тут прикольные такие деревянные дома, да? Прям как будто в старом городе. Ага. Трамвайчики здесь, видимо, ходят. Раз трамвайные пути есть. И куда-то нас друзьяшки завели. Странно, то были, блин, второстепенные у нас дороги. Бах, ни с того ни с сего она стала главной. Так вот будешь ездить на знаки не смотреть, так и будешь всем уступать. Или никому не будешь уступать. Кошмар. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Светофоре. Мажор. Караоке-клуб. Поверните налево. Кто там по дороге скачет? Через 300 Самокатчики. метров на светофоре поверните направо. Мы, блин, петляем, петляем. Такое ощущение, как будто мы откуда уехали, туда и приехали. Поверните направо. Детвора катается. Время 4 часа утра.
все, она загородила светофор. Ага. Три знака знаю. Три знака. Кирпич, уступи дорогу и главную дорогу. А пешеходный переход? Не знаешь? Я же не хожу пешком. Через 300 метров поверните налево. Да что ж такое-то? 300 метров. Каждые 300 метров. Куда-то поворачиваем. Асфальт аж парится Через весь. 200 метров крутой поворот направо, во двор. Зигзагами какими-то. Едем и едем. Здесь что ли? Нет? Крутой поворот направо, во двор. Во двор. Кажется, приехали, что ли-ка. Ресторан, отель «Звезда», да. Наш. Вот такой отель «Звезда». Светится красивый. Сейчас покажу. О. Хорошего проживания нам. Запашок какой-то. Сыростью, ну. Такой номер. Чайные наборы. Водичка одна. Телевизор. Вид из окна в никуда. Диван. Кровать большая. Шкаф. А это что за шлагбаум? Интересно, почему телефон делают в ванной? Как-то очень интересно. Унитаз, раковина и душ в одном флаконе. Антон, ты не знаешь, что это за шлагбаум там стоит? Это что такое? Это же для людей ограниченных. И вот смотрите, херня какая. Муж мой помылся. И как я теперь должна пройти в туалет, там, допустим, или в раковину? Можно воду лить везде. Я такое уже видела в Улан-Удэ когда-то, когда унитаз прямо в душевой кабине стоял.